реформы нигде легко не проходят. Здесь единственное, менеки эки пункт бар, и депутат Катары, и Аим Катары, по педофилии все-таки мы должны ужесточить. Там совсем не получается, да? Да, именно по срокам осуждения, первое. И второе, по многоженству. У нас что, теперь нет ответственности? Вот эти два вопроса, барвер сроллар бар волчу, она штрафтар бойынша на письменно джоператорсар макланда буна озвучит этпейн. Реформы должны быть. Почему я за вот то, что у нас идет единая регистрация, я вот и экспертам, и депутатам хочу сказать, да, по единой регистрации. Мы все с вами прекрасно знаем, что такое коррупция в системах правоохранительных органов. У нас зачастую, когда уголовное дело до процесса регистрации, зачастую надо признать, почему эти реформы начались, я так думаю, да, потому что до регистрации уголовного дела у нас было очень много случаев, когда мы договаривались, правильно? Поэтому вот это мы и внедряем. То есть здесь я полностью за. Потом пусть суд решает, потом уже процесс будет решаться уже впоследствии, как происходит, что происходит. Но уголовное дело должно быть зарегистрировано. И то, что в электронный формат переходим, тоже очень правильно. И вообще, то, что у потенциального человека, который будет проходить через все это, у него будет, как вы называете, QR-код, да, это тоже очень хорошо. То есть человек, находясь где-то в регионе, уехал, да, он тоже может это отслеживать. То есть, в принципе, мы облагораживаемся раз, во-вторых, за счет налогоплательщиков содержать тысячную армию в тюрьмах. И вы знаете, у нас бедные сидят в тюрьмах, богатые куда уходят? Как это у нас называется? Условно, колония поселения. И я знаю как минимум несколько таких случаев. Ну, поэтому, если равноправие, то оно должно быть во всем, да. Поэтому бұл жерден мен да қолдап кететілім, но недоработкаларды батырақ шығарып тұрып, чечіп тұрып парламенттен біз өткөш керекпіз. Именно моғой елді күнімдік тұрмышқа тиешесі бар нәрселерді, анан маға, если можно, да, по педофилии и по многоженству, пожалуйста, ответьте, да. Многоженство в статье 179 Уголовного кодекса сохранилось, она не исключена. Кроме этого, как пишут в средствах массовой информации, что она возбуждается только по заявлению потерпевшей стороны, это неправильно. Эта статья относится к публичному обвинению, и независимо, есть ли заявление потерпевшей или нету, дело будет возбуждено. Что касается педофилии, то, как уже говорила Лойч Турганна, Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание, 15 лет, либо пожизненное, но при этом... То есть там изменений в сторону понижения не было? Там не было понижения, просто прошло понижение по всему кодексу, общий кодекс. Но здесь важно отметить, что к таким лицам не применяется условно-досрочное освобождение, никогда не применяется. Амнистия никогда не применяется. Потому что именно по вот этой статье возмущение среди населения было большое. Да, и если раньше по этой статье применялась и условно-досрочная, и амнистия, сейчас это закрыты. Теперь, если назначили 15... Если назначили им 15 лет, они от звонка до звонка будут сидеть, и ни амнистия, ни УДО, ни сроки давности к ним не применяются. Все отлично, спасибо. Рахмат.